Сегодня в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Наш телеканал покажет прямую трансляцию юбилейного парада в Санкт-Петербурге. Региональные власти станут нести ответственность за состояние аттракционов, когда вступит в силу новый закон. Картины, изделия из бисера, меха, конского волоса и многое другое. Мастерицы села Тас-Юрях организовали выставку народного прикладного творчества. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Сегодня отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года о Днях воинской славы России. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Постепенно в городе закончились запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла. Начался голод. Город подвергался постоянным бомбежкам, но несмотря ни на что в Ленинграде продолжали работать более 200 предприятий. В сентябре 1941 года по Ладожскому озеру было налажено снабжение осажденного Ленинграда. По дороге жизни эвакуировали больных, раненых и детей, подвозили боеприпасы, вооружение и продовольствие. 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции блокада с города была полностью снята. За 872 дня блокады только от голода в городе умерло свыше 640 тысяч человек. В Ленинграде осталось не более 800 тысяч жителей из 3 миллионов. 97-летняя защитница города-героя Ленинграда проживает в Хандыке Тампонского района. В эти дни ей особо дороги воспоминания о пройденной войне, однополчанах, с которыми она прошла эти трудные блокадные дни. Тему продолжит Мария Винокурова. Среди наград ветерана Великой Отечественной войны Любови Николаевны Калабиной медаль за оборону Ленинграда самая значимая. Когда началась война, ей было 19 лет. Служила разведчиком в отдельном зенитном дивизионе противовоздушной обороны. В 1943 году 2-й дивизион Любовь Николаевны отстоял Волховскую ГЭС, мост через реку и железнодорожный узел города Волхова Ленинградской области. 43-й конец. Сильно были налеты большие, самое трудное было. И сначала они летали самолеты такие тяжелые, бомбардировщики. А потом в конце у них трудно стало у них. Стали они пускать такие самолеты, тяжелые бомбардировщики, называли Хенкель-111. За боевые подвиги по защите воздушных рубежей Ленинграда зенитная батарея Любови Николаевны получила звание гвардейской. За войну она сбила 19 вражеских самолетов. В этом году фронтовому ветерану Великой Отечественной войны Любови Николаевне Калабиной исполняется 98 лет. Она – живой пример мужества, доблести и чести. Любовь Николаевна, несмотря на возраст и болезни, старается сохранять бодрость духа и оптимизм. Такая солдатская закалка. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Прямая трансляция юбилейного парада в честь снятия блокады Ленинграда пройдет в эфире телеканалов НВК «Саха» и «Якутия-24». Начало трансляции сегодня в 16:00 по якутскому времени. В Санкт-Петербург на юбилейный парад приедут 90 ветеранов Великой Отечественной войны из 20 стран мира. Президент России Владимир Путин также примет участие в мемориальных мероприятиях. Всего в торжественном марше на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге примут участие более 2500 военнослужащих Западного военного округа и курсантов вузов Минобороны. За военными последуют 80 образцов боевой техники, исторической и современной. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами документа выступили Россия, Австралия, Канада, Израиль и США, а также их соавторами стали более 90 стран мира. 27 января 1945 года советские войска освободили пленников нацистского лагеря Освенцим-Биркенау, который располагался в Польше. Здесь с 1941 года по 1945, как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибло 2 800 000 человек, 90% из которых были евреи.
К другим темам региональные власти станут нести ответственность за состояние аттракционов. Соответствующий закон с поправками в законодательство вступит в силу уже сегодня. Перечень требований к техническому состоянию и эксплуатацию самоходных машин и других видов техники, аттракционов и порядок соответствующего регионального государственного надзора будет устанавливаться правительством. Кроме того, к полномочиям органов госвласти субъектов федерации была отнесена государственная регистрация этих видов техники и аттракционов. 27 января отмечается День Мирнинского района. В этом году исполняется 54 года с момента его образования. Накануне в честь этого события в конференц-зале администрации состоялось торжественное собрание. В своем приветственном слове глава района Ришат Юзмухаметов отметил, что в год консолидации необходимо объединить усилия исполнительной и представительной органов власти, политических партий, общественности, бизнеса во благо Мирнинского района и всей республики. Также ежегодно в День района присваивается звание «Почетный гражданин Мирнинского района». В этом году его удостоилась начальник районного управления образования Татьяна Пирогова. Ко дню Мирнинского района мастерицы села Тас-Юрях организовали выставку народного прикладного творчества. Подробнее в сюжете Марфирины Алексеевой. В картинной галерее алмазной столицы представлено около 200 эксклюзивных экземпляров 22 умельцев села Тас-Юрях. Картины, нарисованные маслом, изделия из бисера, меха, конского волоса, посуда из бересты, реалистичные куклы. В последний раз подобная выставка проходила 10 лет назад. Сейчас конкуренция с телевизором, с гаджетом, с телефонами. Поэтому посещение, конечно, мы стараемся, чтобы людям интересно было ходить. Почти целый год мы собирали эти экспонаты. Каждая мастерица к нам приходит и делится своим мастерством, ведут мастер-классы. Поэтому у нас, вот видите, все ученики как бы от друг друга учатся. После выхода на пенсию Ульяна Николаевна всерьез занялась своим любимым хобби – плетением посуды из бересты. Первым делом Ульяна поехала обучаться ремеслу у народного мастера Семена Черноградского. Попросилась к нему на мастер-класс. Первый раз научилась, там у него эгаюс шила первый раз. Я с детства видела там берестяные изделия, которые шили мои бабушки. И с того момента у меня вот какое-то тяга такой посуде. И мои внуки тоже очень интересуются и со мной вместе тоже шьют. Теперь Ульяна передает свои навыки подругам и знакомым, преподавая в кружке ИС-ЭГТ. В сельском доме культуры мы образовали кружок ИС-ЭГТ и там занимаемся. И особенно радует, что к нам молодежь идет. Береста-то вообще она уже давным-давно забылась. Вот только сейчас, несколько лет только занимаются там. А раньше у всех же была берестяная посуда, сейчас вообще нету, только в музеях увидишь и в литературе. В следующем году селу Тас-Юрях исполняется 125 лет. Умельцы планируют подготовить к юбилейной дате масштабную выставку и уже делятся друг с другом идеями. Несмотря на то, что население села составляет менее чем 500 человек, невозможно не заметить, как они духовно богаты и сплочены. Ознакомиться с народным творчеством умельцев Тас-Юряха горожане могут, посетив картинную галерею до 15 февраля. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Эвены, эвенки, юкагиры, долганы, русские арктические старожилы. Все они собрались в мраморном зале Дома дружбы народов в Якутске, чтобы отметить праздник круговых танцев коренных народов Севера. Представители культур провели мастер-классы, в которых рассказали об особенностях своих народов, а запевало показали гостям мероприятия ритмичные движения. Молодежь не осталась в стороне и с удовольствием приняла участие во всех танцевальных импровизациях. Собачья упряжка чеха Романа Хабаска победила в традиционной гонке в Варелицких горах. Победитель обошел почти 100 спортсменов, половина из которых не дошла до финала, рассказывает Сергей Берец. Снегопад, глубокие сугробы и умеренный мороз создали идеальные условия для участников гонки на собачьих упряжках в горах на востоке Чехии. Она проходит в 5 этапов, включая ночной, и считается одной из самых сложных в Европе. Общая протяженность 300 километров. В соревнованиях, которые проходят с 1997 года, померились силами в скорости и выносливости собаки и каюры из 9 стран, в том числе Германии, Австрии, Польши, Сербии и Швейцарии. Сани тянули ездовые животные северных пород.
лайки, хаски, маламуты, гренландские собаки и другие прирожденные гонщики. Организатор соревнований Павел Кучера назвал их в честь своей сибирской лайки по кличке Шедивак. Пса, который накануне одной из первых гонок отвязался и бегал по окрестностям, с испугу застрелил местный крестьянин. В этот раз половина команд сошла с дистанции, говорит Павел Кучера. Выиграть здесь нельзя, можно только проиграть. Имеется в виду, что победитель получает лишь диплом. Денежные призы не предусмотрены. Чемпионский титул, завоеванный в прошлом году, сохранил за собой чешский каюр Роман Хабаско. В Якутске стартовала ежегодная спартакиада строительных организаций имени почетного строителя Якутии Иосифа Романова. Соревнования пройдут до 9 февраля. Накануне прошли встречи по волейболу. Подробнее в материале Анастасии Даниловой. Этой спартакиаде единогласно было присвоено имя почетного строителя республики Иосифа Дмитриевича Романова, который являлся бессменным организатором и идейным вдохновителем спортивных игр в своей сфере. Сам он с раннего детства был предан спорту и здоровому образу жизни, имел разряд по теннису и азартно занимался легкой атлетикой. Он был еще очень человеком увлекающимся и увлекающим людей, привлекающим к спорту. Начиная с 2004 года, еще работая в организации Су-98, он начал объединять строительные компании для того, чтобы проводить такие ежегодные спартакиады между строителями. Друзья и близкие Иосифа Дмитриевича отмечают, что его любовь к спорту проявлялась во всем, и в первую очередь в работе. Он построил очень хорошие большие объекты, которые показывали его приверженность к спорту, такие как стадион на 3000 мест в Намцах, стадион на 3000 мест в Верхневилюйске. Спартакиада имени Иосифа Дмитриевича Романова пройдет с 26 января по 9 февраля. Участников будут оценивать по 10 видам спорта: волейбол, настольный теннис, садуоба, стрельба из винтовки, ГТО, дартс, мини-футбол, боулинг, бильярд и веселые старты. По словам строителям, с каждым годом растет интерес, а также и профессионализм участников. Сегодня у нас участвует 6 команд. Это сейчас стоят перед вами директора этих компаний. У нас сегодня участвуют СГЗ, генеральный директор Паисеев Дмитрий, Стройгазсервис, Климов Нюргун, Данилов Андрей Джурович, группа компаний СНТ, Стройкон, Электромонтаж и Адгезия. Каждая из этих компаний ответственна за один вид спорта. На протяжении 10 дней соревнования будут проходить на разных локациях. Следующий турнир по настольному теннису пройдет 27 числа в спорткомплексе «Дахсун». Там же 9 февраля пройдет последнее соревнование «Веселые старты» и торжественное закрытие спартакиады строителей. Анастасия Данилова, Владимир Павлов, Якутск. К этому часу вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.